русских народных инструментов, а музыка звучит. И перед тем, как начать наш концерт, я бы хотела сказать несколько слов об этом замечательном коллективе. Оркестр был организован в 1963 году. Руководителями были Валентин Парсаев, Александр Прокофьевич Зинченко, заслуженный работник культуры РСФСР и Тувинской АССР Иван Григорьевич Минин. Затем с 1992 по 2012 год у дирижерского пульта стоял заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Тыва Виктор Васильевич Нагорный. В качестве руководителя и дирижера Виктор Васильевич проводил большую концертную работу, организовывал ежегодные публичные творческие вечера, такие как рождественские встречи, концерты поздравления к 8 марта «Я помню чудное мгновение». С 2012 года и по сей день дирижером и руководителем коллектива является Монгуш Евгения Львовна, дипломант международного конкурса дирижеров, преподаватель по классу баяна колледжа искусств и республиканской школы искусств, участница ансамблей «Гармонь и я» и «Кант». Коллектив является лауреатом многих региональных и межрегиональных конкурсов. Репертуар оркестра постоянно обновляется, расширяется. Итак, начинаем наш концерт. Олег Шаенда, «Русская фантазия», дирижер Евгения Монгуш.
Радецкий марш. Андрей Петров. Сотворение Евы.
Шарль Гуно, полька. Игорь Матвиенко. Обработка Сергея Ледовского. Фантазия на тему песни «Конь» из репертуара группы «Любэ».
народная песня «Субботея» в обработке Александра Халилова. Александр Прибылов. Сказание.
Олег Шаренда. Вечный огонь. И в завершение нашего концерта Александр Широков, «Валенки».
Ликитова Виктор Сергеевич. Здравствуйте, дорогие наши студенты, Евгения Львовна, руководство нашего училища. Мне очень приятно. Евгения вчера мне звонил, позавчера звонил, каждый день звонил. Вот надо посмотреть. Да, действительно, я нашел время посмотреть на наш оркестр. Я очень горжусь. Спасибо. В первую очередь я всех поздравляю с таким успешным выступлением. Вот Виктор Васильевич тоже очень доволен. Сидит, он руководил нашим оркестром. Ну что хочу сказать, года 2 назад, наверное, да, мы тоже встречались с оркестром. Я тоже тогда Евгения меня пригласила. Ну тогда говорили, что надо материально поддержать. Там небольшую смету вы составили, мы немножко выделили. Но тогда я помню, что балалайка бас усилить, да? Усилили? Купили? Помню, такое было. Да, контрабас, да? Вы мне говорили, что как же, гусли. Гусли должны были быть, да. Да. Ну, мы деньги выделили там. Ну, как вы там? Но я вижу, сейчас все равно нужна поддержка. Поддержка с нашей стороны, с Министерства культуры, я обещаю поддержать. Смету составьте. Я вижу, все равно преподавательский состав тоже участвует, но наверняка тоже со студентами тоже, наверное, есть проблема. Основно я вижу, что балалайки, тоже мне вот подсказали, тот раз тоже Алимах Мушин говорил, что балалайки преподавателя нет, да? Преподавателя нет, то есть кадровый вопрос тоже. Вот эти вопросы нам надо решать. И тогда мне говорили, что костюмы для оркестра шьются, да. Я все помню. Все помню. Вот нам единая форма, костюмы нужны, гусли я хорошо помню, балалайка бас я хорошо помню. Ну, не привели, но я просто не успел там как бы. Но я думаю, все равно проблемы есть. И я хочу перед всеми, значит, составьте смету, я обязательно поддержу. Спасибо. Слово предоставляется заслуженному работнику культуры Российской Федерации Республики Тыва Виктору Васильевичу Нагорному. Я приветствую зал, преподавателей, студентов. Вот наш творческий коллектив народников. Я здесь некоторых узнаю, но в основном все новое. Новое, молодое, новое. Вот. Хотелось бы, чтобы наш коллектив, вот я почему называю нашим, я работал, выступали почаще. Перед народом надо с помощью Министерства культуры выезжать здесь, находить площадки, перед народом выступать. В программах интересная, хорошая, но надо, чтобы люди послушали. Вот мало, что здесь вот мы прозвучали, надо еще. Он мобильный, звучащий, партии есть, альты есть, примы, все, первые скрипки, как говорится, балалайчики. Грубовато маленечко играют балалайки. Там вот нужно было как гитарка играть. Вот в этом произведении-то, да, нежнее. А в целом хорошо. Евгения Львовна, я вас поздравляю с большой работой. Ребят, поздравляю с выступлением. Здесь что показать. У меня единственная просьба концертировать. Вот здесь в майские праздники постарайтесь где-то выступить. А? Надо брать оркестр, чтобы он звучал. У нас должен быть оркестр. Духовой есть, национальный есть, народный обязательно. Он душу греет. Вот вы чувствуете, что-то такое поднимается в душе. Это музыка такая тонкая, и дирижер очень тонкий. Вот. Но спасибо вам всем.
Здорово. Еще раз благодарим оркестр русских народных инструментов и дирижера Евгению Львовну за концерт. Всем спасибо. До новых встреч.